Добрый день, уважаемые абитуриенты. Меня зовут Закира Бадреддиновна, фамилия Латыпова. Я доцент кафедры экологии, географии и природопользования и являюсь руководителем образовательной программы «Современные технологии географического образования», куда вы все сдали документы и куда вы будете поступать. Вступительные испытания вы уже знаете для поступления. В виде тестирования проводится тестирование дистанционно. Количество вопросов будет 25. Продолжительность вступительного испытания всего занимает 1 час, то есть 60 минут. И только для поступающих с ограниченными возможностями здоровья увеличивается до полутора часов, но только при наличии соответствующих документов. И у вас всего одна попытка для сдачи экзамена. Всего максимальное количество баллов составляет 100, а для поступления минимальное количество баллов должно быть не менее 50, то есть 50 баллов это будет проходной. Дальше структура тестовых заданий такова. Там будут вопросы по картографии и геологии, один раздел. Дальше по общему землеведению, по ландшафтоведению, по физической географии как России, так и материков и океанов. По экономической географии также как России, так и зарубежных стран. И 5-й блок – это методика, вопросы по методике преподавания географии. Но примерно получится 5 разделов, если 25 вопросов, по каждому разделу где-то по 5 вопросов. Вот при сдаче экзаменов вступительных, пожалуйста, будьте внимательны. Первый вход у вас осуществляется через логин и пароль, который отправляется вам на электронную почту, которую вы указали при сдаче документов. Если вдруг на вашу почту не приходит логин и пароль, обязательно, пожалуйста, проверьте папку «Спам». Часто вот эти письма уходят в этот спам. Последующее посещение, после того, как вы вот по этому логину и паролю первый раз вошли, вы при первом приеме в учетную запись меняете, уже ставите свой пароль, и последующее посещение уже вы осуществляете уже по своему паролю, который вы вот поменяете при первом входе. Перед экзаменом, ну тут написано перед каждым экзаменом, но у вас будет экзамен один. Перед экзаменом обязательно вам нужно будет сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где видно хорошо ваше лицо и главный разворот паспорта. Вот где у вас фото и фамилия, имя, отчество, чтобы оно было видно. И время, отведенное на экзамен, ограничено, я вам уже сказала, 60 минут, и у вас есть всего одна попытка. Поэтому, пожалуйста, вы заранее уже все подготовьте и уже ориентируйтесь по времени. Дальше инструкция для сдачи вступительных экзаменов. Вот вы инструкцию находите, вот смотрите, инструкция о получении логина, пароля для прохождения вступительных экзаменов, так, и оно находится где нормативные документы, вот в личном кабинете, где нормативные документы, и вот в этой инструкции пошагово написано, куда заходить, как пройти тест, поэтому вы, пожалуйста, это внимательно изучайте. Расписание вступительных экзаменов находится также на сайте приемной комиссии. Вот как вы видите, вот желтой стрелкой указано расписание вступительных испытаний. Вы там должны будете посмотреть во вкладке «Магистратура». Вы, пожалуйста, сразу внимательно смотрите. Случайно не заблудитесь на вкладке «Бакалавриат». Во вкладке «Магистратура» смотрим. Вот, когда вы туда войдете, вы увидите, что у вас вот комплексный экзамен по направленности, по профилю современной технологии географического образования, дистанционно, как я вам уже говорила. Вот вы получили логин, пароль, да, и 9 августа у вас консультация, а экзамен 10 августа. У вас вот страница открыта, экзамен открыт с 10 утра до 22 часов, до 10 вечера, но вы можете вот сдать вот в это время, в течение 12 часов, с 10 утра до 10 вечера,
вечера, но только в течение 1 часа. Если с 10 начали, значит в 11 у вас уже закрывается. Ну и так дальше, понимаете, да? Вот, резервный день 17 августа, это вот для тех, кто сдал документы вовремя с 20 июня до 6 августа. А если кто-то не успел до 6 августа сдать документы и сдал уже 7 августа, то тогда экзамен у вас будет вот 14 сентября уже, там с 10 до 10 вечера, также резерв 21, но в резервный день могут сдать только те, у кого есть очень уважительная причина и соответствующий документ, что уважительная причина была. А так, пожалуйста, я надеюсь, что вы все сдадите вовремя, именно 10 августа с 10 утра до 10 вечера, и не будете оставлять ни на какой другой день. Как подготовиться? Для подготовки к экзаменам, вот там же у вас в личном кабинете есть программа вступительных испытаний. Вот. Ну, программа, вы понимаете, там не вопросы, а программа. В целом, о чем идет речь полностью по всему курсу. И также вот эту программу вы найдете на сайте приемной комиссии во вкладке «Магистратура». Вы все время должны смотреть вкладку «Магистратура». Ну, программа выглядит вот примерно таким образом, смотрите. И дальше также, вот видите, выделены разделы. Вот какие есть разделы, да, физическая география, экономическая география, а дальше уже там вот по разделам, и там какие, в принципе, вопросы вы должны знать. То есть не экзаменационные вопросы, а программе, там есть все. Вот, ну, примерные задания. Вот в программе, например, есть такие, да, вот какие примерно вот тесты выглядят таким образом. Ну, вот тут, я надеюсь, уже догадались, что болотная почва из этих перечисленных, конечно, в Нижнем Поволжье, да, распространена. А по второму вопросу, почему самые глубокие впадины Тихого океана находятся у восточных берегов Евразии, конечно, 4-й, да, потому что они расположены на стыке литосферных плит, так ведь? Вот. И вот, например, по картографии, примерно какие вопросы? Вот уже в тестах могут быть. Например, какие карты являются крупномасштабными? Ответы такие. Карты масштаба 3-миллионные, 300-тысячные, 5-миллионные или миллионные. Ну и вы, конечно, уже догадались, из этих правильный ответ будет масштаб 300-тысячный, так ведь? Дальше, например, это вот по разделу картографии и геология первое. Как называется пластичный слой в верхней мантии Земли? Варианты ответов: гранитной, базальтовой, астеносфера, нифе или осадочный. И, ну, конечно, вы догадались, что это правильный ответ будет астеносфера, да? Дальше, вот по геологии какие вопросы могут быть? Осадочные породы, сырье для получения сода, вопрос, да? И там идет уже перечисление, варианты ответов: фосфорит и боксит, гипс и ангидрит, галит и известняк, доломит и мергель, апока и трепел или лимонит. Конечно, вы догадались, что правильный ответ это галит и известняк, да? И вот примерно такой вопрос. Денудационная равнина – это равнина, возникшая на месте разрушившихся гор, или равнина, обусловленная первично ровным залеганием до четвертичных пластов осадочного чехла, или равнина, осадочный чехол которых имеет четвертичный возраст, или все ответы правильные. Если вы ответите, выберете первый вопрос, что это равнина, возникшая на месте разрушившихся гор, вот это как раз у вас будет правильный ответ, да? Дальше, по общему землеведению и ландшафтоведению какие вопросы могут быть? Например, на какой параллели наиболее высока среднегодовая температура воздуха? Ответы, варианты ответов: южный тропик, 10 градусов южной широты, экватор, 10 градусов северной широты или северный тропик. Конечно, вы выберете ответ 10 градусов северной широты, да, и это будет правильно. Или же такой вопрос: пассаты образуются вследствие наличия силы Кориолиса, сезонных перемещений экваториальных и тропических воздушных масс, различий в давлении между тропиками и экватором или существования Центральноазиатской области низкого давления. Конечно, вы выбрали третий, так ведь? Что это благодаря различию в давлении между тропиками и экватором, да? И тогда вот у вас будет правильный ответ. Дальше, по ландшафтоведению, например, какие? Природный территориальный комплекс ПТК – это синоним природного компонента, синоним биосферы,
совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных природных компонентов или отдельно взятые природные компоненты. Конечно, вы выберете ответ третий, совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных природных компонентов, да? Вот. Или, вот, например, вопрос. На ландшафтной карте изображаются варианты ответов: геологическое строение, рельеф территории, ПТК, природные компоненты или литогенная основа и климат. Конечно, вы выберете, что на ландшафтной карте изображается ПТК. Так ведь? И будет правильно. Теперь по разделу физическая география. Там, как я вам уже говорила, и материки, и России, да? Вот, ну, например, такой вопрос. Выбрать среди перечисленных морей самые южные. Ответы: Аравийское, Уэделла, Арафурское или Карибское. Конечно, Уэделла, да, вы выберете, и будет правильно. Или же, какому из перечисленных районов соответствует следующая характеристика: на всей территории хорошо выражены черты древнего и современного вулканизма, конусообразные вершины, минеральные источники, лавовые поля. Варианты ответов: Анатолийское плоскогорье, Лесовая плата, Иранское Нагорье или Армянское Нагорье. Конечно, Армянское Нагорье, да? Или вот по России, например, какой вопрос. Для какой территории России справедливо следующее описание геологической истории? В основе равнины лежит плита, фундамент которой был создан в период каледонской и герцинской складчатости. В течение мезозоя и кайнозоя сформировался платформенный чехол. Ответы: Русская равнина, Западносибирская равнина, Среднесибирское плоскогорье или Прикаспийская низмесь. Конечно, правильный ответ будет Западносибирская равнина, да? Ну вот примерно такие. Теперь, если мы возьмем экономическую географию, как я говорила, и России, и зарубежных стран, вот примерно какие вопросы могут быть. Например, какое из перечисленных месторождений находится в Западносибирском экономическом районе? Ответы: Астраханское, Уренгойское, Вилюйское и Чаяндинское. Конечно, Уренгойское, да? Или же, какая страна входит в число крупных горнодобывающих стран? Канада, Бельгия, Перу или Узбекистан? Конечно, Канада, да? И последний блок у нас методика преподавания географии. Поскольку вы уже, либо у вас есть уже образование, либо бакалавриат, либо специалитет, методику вы уже хорошо знаете, да? Например, главным компонентом содержания школьной географии являются ответы: умение, метод обучения, опыт эмоционально-чувственного восприятия или знания. Конечно, правильный ответ будет знание, да? Вот. И еще вот какой-нибудь один какой-нибудь пример. Ну, например, упражнение с контурными картами наиболее эффективно при формировании географических представлений или географических понятий, или географических причин и следственных связей, или изучении географических фактов. Конечно, последний, да, правильный. То есть вот примерно такие вопросы. Я надеюсь, для вас это не показались очень сложными, и надеюсь, что вы на большинство вопросов ответите правильно. И вот контакты для, вот вы... Значит, литературу. Какую литературу? Вот в программе, которая вот есть во вкладке, там в конце есть список литературы, но если их нет, вы в принципе можете готовиться по любому учебнику вузовскому, что у вас есть, потому что в районах вряд ли есть все, что там в программе указано. В принципе, вопросы взяты именно из вузовской программы, поэтому по любому учебнику вы можете готовиться. И поэтому конкретно я здесь называть не буду. И, пожалуйста, вот мои контакты, вот почта, вот сотовый телефон. Если у вас конкретно в день консультации вопросы по предмету, пожалуйста, вы обращайтесь ко мне, я вам отвечу, я буду на связи. Или же у вас, если какой-то вопрос там технический или какой-то, вот телефон горячей линии, вы сразу не теряйте, сразу начинайте звонить или вот писать, пишите по почте. Хорошо, чтобы не получилось, что время идет, а вот там технически в чем-то не можете разобраться. Поэтому вы, пожалуйста, вот мне можете писать, и можете и по WhatsApp, и по Телеграмму, хоть по какому, я везде доступна, буду отвечать на все ваши вопросы. И я вам всем желаю удачи, надеюсь, вы хорошо подготовились, и надеюсь, что вы хорошо все успешно сдадите, и мы с вами будем дальше в течение 2,5 лет вместе работать и дойдем до получения диплома. Всем удачи! До свидания!